в республике. Новые случаи подтвердились в 2 новых районах. Остановим инфекцию, либо произойдет рост. Выезд в лес на Майский ограничен. Глобальная трансформация рынка труда. Какие профессии уходят в закат, а какие укрепляют свои позиции. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В Якутии 157 пациентов проходят лечение от коронавируса в инфекционных стационарах. Из них 3 в крайне тяжелом состоянии. 1 подключен к аппарату ИВЛ. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 212 случаев коронавируса. 28 человек полностью выздоровели, 3 летальных исхода. За сутки всеми лабораториями республики обработано 2297 тестов на коронавирус. В обсерваторах находятся 675 человек. Ситуация остается сложной. У нас в результате большого количества проведенных мероприятий по выявлению круга лиц по больным по офтальмологической больнице и в рамках работ по выявлению круга лиц, которые контактировали, скажем так, те, кто уехал в Аймекон, рабочие, но они были здесь до этого в Якутске, выявлены достаточно большие группы людей, имеющих положительные анализы в Якутске, и по первой, и по второй группе, и с учетом них за последние сутки по Якутску количество положительных анализов составило 25. Это много, но я еще раз говорю, там это основные 2 группы. Это те, кто по офтальмологии идут и члены их семей, а также это работники вахтовые, которые здесь остались, а часть уехала в Аймекон, и по ним там по 2 был положительный анализ. Здесь они тоже все изолированы. Были изолированы в обсерваторе, но сейчас анализы положительные. Вместе с тем, конечно же, есть и контакты другие положительные по Якутску, поэтому ситуация по Якутску на самом деле достаточно серьезно усложняется. У нас 2 новых случая по Алдану, опять же внутри периметра, это работники обсерватора. Здесь даны указания нами, чтобы все-таки работы по сохранению здоровья работников обсерватора все-таки проводились на должном уровне. У нас по Алдану уже несколько случаев заражения работников обсерватора именно. И, к сожалению, у нас появились первые случаи заражения в Кобяйском и Мегано-Кангаласском улусах. В обоих случаях источники установлены. Это по Мегано-Кангаласскому предполагается демобилизовавшийся молодой человек, от которого заразилась мать. А по Кобяям, по Сангарам, там человек приехал из-за пределов республики на похороны своего ближайшего родственника и оказался с положительным анализом коронавирусной инфекции. Насколько власти Кобяйского района готовы к недопущению распространения коронавируса, готов рассказать глава района Иван Левин. В настоящее время с максимальной точностью определяется круг контактных лиц, которые дальше будут изолированы. Оперативным штабом принимаются все возможные меры по недопущению дальнейшего распространения вируса и снижению рисков. Но самое главное сегодня зависит от вас. Дорогие земляки, прошу вас, проявите предельную ответственность и осторожность. Воздержитесь от походов в гости к родственникам, соседям и друзьям. Берегите граждан пожилого возраста. Подтвердились новые случаи заражения и в Алданском районе. Подробности у Руслана Павлова. За последние сутки в Алдане есть незначительное прибавление. С нами рядом главный санитарный врач по Алданскому району Алексей Селюдин. Алексей Викторович, сколько положительных результатов мы получили вчера? Плюс 2 человека нам дали положительные результаты на наличие новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день они находятся в инфекционном отделении, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние стабильное. Лиц, которые находятся в инфекционном отделении на ИВЛ, нет. Состояние всех стабильное, либо легкое, либо бессимптомное. Вот эти новые случаи, это старые у нас эпизоды или что-то новое? Нет, это все тот же куст, который нам дал рынок «Металлург». И не исключено продолжение, скажем так, выявления среди этих людей новых положительных. Необходимые мероприятия по усилению контроля за их проживанием в обсерваторе мы провели уже 3-й раз, сделали соответствующие выводы. То есть персонал и лица
лица, проживающие в обсерваторе, сейчас будут находиться под более жестким контролем. Ну, такая у нас ситуация на сегодня. Мы следим за развитием событий. Правительство Российской Федерации выделило регионам дополнительные 32 миллиарда рублей для борьбы с коронавирусом. Якутия получила 338 миллионов. Эти средства направлены на закупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Республика закупит 426 единиц медоборудования. Его направят в первую очередь в те больницы, которые испытывают наибольшую нагрузку в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Новые автомобили пополнили автопарк двух больниц Якутии. 2 УАЗа «Патриот» переданы Сунтарской районной больнице и Якутской республиканской больнице, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Машины предназначены для оперативной доставки медиков к пациентам, развоза льготных лекарств и рецептов, забора анализов. В столице региона и нескольких муниципальных образований указом главы республики введен обязательный масочный режим. Что грозит при несоблюдении нового указа, знает Юрий Осипов. Если раньше соблюдение масочного режима носило скорее рекомендательный характер, то теперь это обязательное условие. Особый режим введен в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тиксе, Мирнинском, Алданском и Нерюнгринском районах. За соблюдением масочного режима следят сотрудники правоохранительных органов. Они патрулируют улицы и проводят разъяснительную работу. Что делаешь? Ну, я катаюсь, я раз в неделю ухожу из дома. Сколько лет? Лет 13. Соблюдение введения масочного режима будет осуществляться контролем через те же органы внутренних дел постановлением правительства Российской Федерации. Значит, вначале вежливо попросят всегда находиться в маске сотрудники милиции, а затем уже начнут и привлекать к ответственности за неисполнение правил, установленных во время повышенной готовности и карантина. Речь идет о новой статье, которая была введена в Кодекс об административных правонарушениях России с 1 апреля. Статья 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях гласит: невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения предусматривает штрафы за невыполнение требований режима повышенной готовности. Для граждан от 1 тысячи до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц от 10 тысяч до 150 тысяч. Для юридических лиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Соблюдать масочный режим необходимо при нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, а также посещении общественных мест и магазинов. К сожалению, много поступает жалоб со стороны и жителей, и контролирующие органы постоянно это видят, что масочный режим именно в торговле, к сожалению, не всегда выдерживается со стороны непосредственно самих предпринимателей. Я считаю, что это надо приводить в порядок. Масочный режим – это обязательное сегодня условие. В Якутске деятельность торговых точек проверяет административная комиссия города. Ежедневно они проводят рейдовые мероприятия по проверке соблюдения масочного режима. На прошлой неделе мы осмотрели 38 торговых объектов. Из них выявили 28 нарушений. Из них 6 провели профбесед. И по 22 объектам составили акты, которые направили в Минпред. Чтобы обеспечить все население республики масками, Министерство предпринимательства еще с середины марта организовало работу с предпринимателями. Ежедневно в швейных мастерских производится порядка 8 тысяч многоразовых масок. На сегодняшний день министерством ведется реестр предприятий, которые занимаются пошивом масок. И в реестре на сегодняшний день 22 организации. В период с 18 марта по сегодняшний день предприятия реализовали более 200 тысяч масок для жителей и организаций Республики Саха-Якутия. Важно помнить, что введенный масочный режим, как и все принимаемые меры, направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, не меньшую роль в этом играет и социальная ответственность каждого человека. Для того, чтобы скорее справиться с болезнью, необходимо сочетание всех этих элементов. Юрий Осипов, Якутск.
Ограничения на выезды в лес ввели в Якутии. Глава республики Айсан Николаев поручил ограничить выезды жителей в лесные массивы и за город в период майских праздников. Глава республики поручил усилить информационную и разъяснительную работу среди населения районов и городских округов республики. Люди должны понять, что от этого, насколько в эти дни будут соблюдаться ограничения, напрямую зависит, сможем ли мы остановить инфекцию, либо произойдет рост больных с дальнейшим ужесточением карантина, пояснил он. Антикризисные меры по поддержке малого бизнеса должны дойти до каждого предпринимателя. Глава Якутии Айсан Николаев в режиме видеоконференц-связи провел заседание Координационного совета по предпринимательству. Министр предпринимательства, торговли и туризма Ирина Высоких отметила, что в настоящее время уже действует поддержка в виде налоговых льгот, отсрочки арендных платежей и коммунальных услуг, мораторий на проведение проверок, а также по уплате основного долга по процентам и микрозаймам Фонда развития предпринимательства. Кроме того, фонд предоставляет субъектам малого-среднего предпринимательства льготные кредиты по 3% годовых. Айсан Николаев отметил, что главная задача малого бизнеса – это сохранение рабочих мест. По ее исполнению власти будут оценивать не только эффективность принятых антикризисных мер, но и деятельность предприятий малого бизнеса. Эти критерии в дальнейшем будут учитываться при оказании государственных мер поддержки субъектам малого-среднего предпринимательства. Переживает глобальную трансформацию и рынок труда. Это отмечают ведущие HR-специалисты страны. Какие профессии уходят в закат, а какие укрепляют свои позиции. О том, что ждет рынок труда после завершения самоизоляции, узнаем у Айсены Бурнашовой. В первую очередь перевезла компьютер свой рабочий из офиса. Инженер-разработчик одной из петербургских компаний Сахая Бурнашова сейчас трудится над платой будущего модема. Еще в самом разгаре пандемии девушка перешла на дистанционный режим работы. Прошел месяц, и, как уверяет Сахая, работа из дома даже имеет свои плюсы. Колоссальная экономия времени, и это очень здорово, что не надо ездить на работу. Сахая среди тех счастливчиков, чьи профессии смогли перестроиться под новые реалии. Прекрасное далеко намечается и у IT-специалистов. Их процессы уже изначально были связаны с онлайн-форматом. Эксперты также уверяют, что не стоит беспокоиться курьерам, водителям и продуктовым ритейлерам. Автоматизации в ближайшие 5 лет у них не будет. На рынке труда уверенно держат позиции работники жизнеобеспечивающей категории. Они сейчас как раз на передовой. И наше государство, и другие страны начнут более тщательно смотреть в сторону медиков. Все, что связано с биохимическими, биологическими разработками. Надеюсь, что все-таки наукоемкие отрасли будут развиваться, потому что любое IT, оно должно стать такой оболочкой над теми исследованиями, которыми изначально занимается наука. Коронавирус, словно лакмусовая бумажка, перекроил рынок труда. Сфера услуг и туризма, гостиничный и ресторанный бизнес, а также развлекательная индустрия вошли в категорию наиболее уязвимых. Им сейчас крайне важно пересмотреть свои профессиональные компетенции. Сейчас очень развит так называемый EdTech, Education Technologies, да, то есть все, что касается с образованием, причем с дополнительным образованием. Сейчас за несколько месяцев можно получить новую профессию. Это не так сложно, это дешево в обучении, но это в любом случае принесет человеку минимальный доход. По данным Росстата, в марте этого года численность безработных в России составила 4,7%. Это около 3,5 миллиона человек. После завершения режима самоизоляции рынок труда будет долго восстанавливаться. По оценкам экспертов, произойдет это в несколько этапов в течение 3-6 месяцев. Конечно, сокращений избежать не удастся, но HR успокаивают. Вакантные должности точно будут. В нашей стране, в принципе, нехватка рабочей силы, исходя из ямы рождаемости в 90-х. Сейчас, я думаю, что рынок выровняется как раз в этом вопросе. Я не думаю, что будет какая-то безумная безработица, потому что в России ее практически нет. У нас просто люди должны будут перестроиться, и это не будет очень комфортно, но работа будет. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Санкт-Петербург, Москва. Оставайтесь с нами, будьте всегда в курсе главных событий.